Приветствую всех присутствующих, собравшихся. Я, в свою очередь, хотел бы выразить свою точку зрения, которая она формировалась на протяжении всего жизненного моего пути, вплоть до сегодняшнего дня. Я убедился в одном моменте, в том, что у нас, вот для меня, есть только одна идеология. Это процветание абхазского народа на абхазской земле. Для меня это самое важное, и я считаю, что отклонение от этого пути в каком-то другом направлении, оно нам не нужно. Мы должны сосредоточиться на этом. За последнее время в нашей стране множество событий произошло, как хороших, так и плохих, во всем мире, я бы сказал. Но нельзя не отметить тот факт, что политическая ситуация в нашей стране накалялась вплоть до массовых народных собраний. Причиной этому стал ряд законопроектов, подготовленных в стенах администрации президента, которые, если говорить коротко, заключались в ослаблении государственного контроля над иностранными инвестициями, иностранного капитала, передачей им различных чрезмерных, я бы сказал, беспрецедентных льгот. Но особую остроту вот этим инициативам, на мой взгляд, добавлял фактор закрытости. Вот этот фактор закрытости я могу охарактеризовать вот все политические процессы, которые происходили в нашей стране за последние 5 лет. И это меня очень сильно беспокоит. Вот в нашей стране народ – это единственный источник власти. Он всегда был и всегда им будет. Но степень аполитичности нашего населения, она очень возросла, и это тоже меня очень сильно беспокоит. Во главе нашей страны я хочу видеть человека, который будет бок о бок с простым народом отвечать на современные вызовы, который, самое главное, будет обеспечивать правильное распределение приоритетов. Это касается отношения именно к национальному предпринимателю, к национальному инвестору, ко всем нашим гражданам. Символом этих положительных перемен я вижу Адгура Амирановича Ардзинба. И находясь вот в этом информационном вакууме последние 5 лет, я в какой-то момент стал всецело полагаться на деятельность оппозиции во главе с Адгуром Амирановичем, поскольку это в какой-то момент позволило нам, народу, реагировать вовремя на возникающие какие-то, так скажем, кулуарах власти процессы. Считаю важным отметить, что на протяжении всех этих 5 лет Адгур Амиранович, вокруг себя собрав команду специалистов опытных и молодых, не переставал заниматься реформами и предлагать пути выхода из складывающегося кризиса. Поэтому, когда возникает вопрос, кого поддержать на выборах президента 15 февраля, ответ один – Адгур Амиранович Ардзинба. Хапсат Гелхтейдзом.